Всем доброе утро. Нихао. Сайн байне. Hello, buongiorno. Привет. Как дела? В общем, в Самаре мы. Ах, Самара, городок. Что там песня как поется? Едем на загрузку. Местного времени 10 утра. Вчера созванивался, сказали, что после обеда где-то грузить будут. Ну, в общем, я решил поближе подъехать. Там вроде как можно где-нибудь на обочине встать. Воды купил, чаю купил. Сейчас чайка с варганем попьем. В общем, едем, как вы, судя по названию, видите, едем мы в Якутск, грузим металлоконструкции. Сейчас будем кучу ремней использовать, ехать далеко, дорога так себе, поэтому мы поедем. Сейчас что тут? Газелька. Ну давай пропустим ее. Давай, езжай. Поэтому будем использовать кучу ремней. Так что, ребята, с этим ютубом, что блокировка идет, подписывайтесь на телеграм-канал. Сейчас QR-код где-нибудь вот здесь вот выскочит. Подписывайтесь, прям наводите камеру и все, и можно подписаться. Также в группа ВКонтакте, буду туда видео пытаться загрузить, и Яндекс.Дзен с этими блокировками, с этими замедлениями ютуба. Вот. В телеграме более оперативная информация, там постоянно что-нибудь да я публикую. Так что подписывайтесь, будет интересно. Что еще? Ну все вроде бы. Позже включимся. Ну еще вопрос. Рейс-то не ближний, там сколько? 7,5 тысяч. Ну почти там сколько? 700, по-моему. Я смотрел вчера километраж. Ролики длинные будут, вот. И вот еду и думаю, как сделать все это дело в одну часть уместить. Но тогда часть рейса, то есть, не будет. В плане, допустим, сейчас как загружусь в Самаре и потом включусь где-нибудь в Иркутске. Как вам так нравится? То есть сколько дней я до Иркутска не буду записывать. Либо записывать каждый день, но тогда несколько частей будет. То есть, допустим, ориентировочно где-то 8-9 дней буду ехать. То есть материала много и 2-3 части будет. Как вам удобнее? Я вот, честно говоря, не знаю. Столько людей, столько и мнений. Кто-то говорит, давай все записывай. Нам нравится. Кто-то говорит, в одну часть ролика лучше записать. Но опять же, сами должны понимать, чем-то нужно жертвовать. Так что вот, ладно, не будем затягивать. Почти доехали. 1,9 километра. Сейчас еще раз позвоню. Что-то с утра звонил, не взяли трубку. Сейчас еще раз позвоню. Ладно, все, поехали. Ребята, всем привет. Заехал я на загрузку. В общем, я извиняюсь, тут шумно. В общем, везем вот это. Она 5 тонн, да? А вот эта крепкая она, да, между собой? Между собой она нормально. Да? Нормально, да? Понял. Так. Сейчас открываю крышу. Бок. Сказали 2 бока открыть. Займемся. Привет передайте. Привет, Якутску. Привет. Так, и сейчас бок открываю, крышу поднимаю его. Ну, работаем. Попозже. В общем, спросил, говорят, по 2 ремня. Я говорю, у меня дорога дальняя, я что-то решил по 4 ремня сделать. Братух, слушай, а вначале там далеко будет? Я, видишь, ремень первый пустил близко. Может, подальше чуть сделать? Он близко будет к краю, ну, к переднему. Ты имеешь в виду к борту переднему? Да. Но у нас запас есть. Мы можем одну сторону, мы любую, допустим, если надо, мы сделаем по этому. А сколько надо? Так не, видишь, если что, я ремень поближе хочу переставить. Если... Ну давай, пойдем дальше посмотрим. Но...
это плохо. Видите, он увязан вместе, а вот здесь не увязана она. Она по отдельности, вот верхняя и вот это отдельно, а вместе между собой нет, зараза. Я не вижу. А, нет, чуть-чуть есть. А верхняя пачка и нижняя, они между собой не увязаны, да? Между собой нет. Нет, да. Ёва. Вон, видишь, где я ремень положил? Но, если что, я его передвину. Короче, ребята говорят, филармонию строят в Якутске. Это вот для нее. В общем, я думаю, 4 ремня нормально будет. Сейчас еще пачку здесь поставят и 4 ремнями вот так вот стяну. Надо будет бок открыть и стягивать вот так вот. Надо было зараза на эту сторону, да? Чтобы тот бок не открывать, а здесь подтянуть. Я уж по привычке на левый бок. Ладно, что, откроем. Ради такого дела. Просто потом, через какой-то промежуток километра, надо будет подтягивать, надо будет опять бок открывать, чтобы трещотки можно было. Ну, ничего страшного. Так что для Якутска везем для филармонии, оказывается, как я понял. Прикиньте. В общем, два бока открыл. Сейчас все равно ремни кидать буду сюда и затягивать буду. Этот сверху, потому что у меня 2 петли осталось. К полу притяну, как раз что здесь прыгает же на кочках. И к полу будет держать. А остальные просто вот так вот на ремни. Ну все. Сейчас вот ящик загрузим. И 2 еще таких же, похожие. Что-то я не посмотрел, у меня она прям опустилась. Зараза. Надо было еще подняться, они крикнули стоп. Что-то не посмотрел. Нормально, ничего такого нету. Так, ну и надо будет еще раз расшториваться. Пару раз, наверное. Пока этот... Так, где у них? Мусорки нету, да? Ну, тут везде мусорка. Надо будет этот... Открывать бок и подтягивать. У меня трещотки на эту сторону будут, левая сторона. Блин, везде кора, представляете? До сих пор. Сколько я уже выметал ее. Тут ребятам намусорил. Ну все, вон ящик едет. Сейчас его поставим. Грузимся еще, грузимся. Все нормально, вспотел просто. Так, ребят, ну что, эти подложил картонку под ремни везде. Там 4, и там еще. Сейчас сверху последний ремень, который сверху, затяну. Вот. С монтировкой все прошелся. Ну, вот с этой подтянул. Нормально. Но она в любом случае ослабится, потому что между ними расстояние есть, а они сожмутся, скорее всего, и надо будет еще раз подтягивать. Вот. Сейчас, зараза, не заметил. Подтянул, а она с этой стороны тоже надо смотреть. Вот эта петля где-то там спереди. Вот за это зацепилась. Пришлось заново все ослаблять.
Вот, и... О, ни хрена себе. А что это она так вышла? Это я ее так жестко подтянул, что она аж прям, смотрите, сместилась. Вот это вышло. Хера себе. Так, ну если она пойдет, она упрется. Вот видите? Еще свеже покрашена. Смотри, как я вот этот край стянул, а она вот, смотрите, вышла. Болтается. Сейчас что-нибудь скажу ребятам, чтобы они подложили, что ли. Странно. Тут-то жестко, а тут, видать, она, видите, расстояние не плотно. Я ее, блин, надо ослабить будет, что-то подложить, чтобы я заново стянул ее. Блин. Вот зараза. Так. Блин, 7 потов сошло. Ну тут-то нормально. Вот это опять ослабло чуть-чуть. Ну все, здесь тоже картонку подложил под ремни везде. Фу. На такое далекое расстояние надо нормально крепить. Потому что я уже говорил, что я по неопытности поехал, Делка работал зимой. Трубы я вез под потолок металлические. Они у меня плохо закрепил, они у меня вниз ушли, уперлись в дверь. И за счет этого ослабло давление на ведущую ось, и я там так намучился, так набуксовался. Меня... Ну, я тикток, вернее, шорт записывал, где меня на КамАЗе тащил наверх в Якутии зимой. Потому что я не смог его победить. Подъем там один крутой. Так что сейчас ребята подойдут, попрошу что-то придумать. Потому что он сейчас сместится, упрется в борт. Ну, теоретически оно упрется в борт. Но не надо. По-нормальному надо сделать. Ну все тогда, ладно, увязываемся дальше. И надо собираться, зашториваться, да выезжать дорогу уже, все. Блин, я долго, да. Думал, побыстрее будет. Так, а куда я перчатки положил-то, бля? Куда их положил? А, вон они. Фу, сейчас еще один ремень там сверху затяну. Самый первый. Поедем. Так, ребят, ну все. Местного 5 вечера. Целый день. Считай, провел здесь. Ну, с утра где-то, во сколько я сюда? В час заехал. Все, дали документы. Выезжаем. Добрый путь. Все мне открывают. Сейчас направо. Тяжеленькие. Прямо чувствуется. Направо, да. Так, расстояние 7600. Эй, нормально. Ну там, я думаю, больше. Так, 9253 надо запомнить. А, нет, лучше вот так вот. 69287. 69287. Надо запомнить, записать. 69287. Потом посмотреть, сколько на километраже это получится. Вот.
Так, ну что, господа, вроде увязал, но надо будет попозже еще остановиться, открыть бок. Ну, сначала залезу, посмотрю, как эти ремни-то себя чувствуют. Вот. И потом уже, если слабо, то надо бок будет открывать, потому что там не подлезть к трещотке. С монтажечкой все это дело пройтись. Блин, прям чувствуется тяжелый. Кстати, на ведущую ось показывает 11,4. Кто-то мне, подписчики, писал: ну, не переживай, все нормально. Ну, посмотрим. Но все равно на всякий случай буду перед весовыми все равно буду опускать ось, чтобы, не дай бог, чтобы ничего не случилось, как бы штрафов, это всего дела не было. Так, ребята, я понимаю, вы все направо, но мне прямо надо, блин. Вы что тут все? Я тут буду до скончания веков стоять. Все. Что-то пробка, блин, пробка. Так. Сколько я сказал? 62, 287. Сейчас запишу. Так, ну все, ребят, давайте попозже включимся. Я вот сейчас, правда, не знаю, как, может быть, вообще завтра уже включиться, а то часто записываю там длинные ролики. Так что вот, не серчайте. Все, в добрый путь. Ха-ха! Приключение начинается. Запасайтесь пивком, орешками, кто там что. Приятного просмотра, но мне хорошей дорожки, чтобы добраться. Там на пароме будем плыть, так что вот такой вот у нас будет маршрут. Все, на связи. Блин, как будто прощать. Все, приятного просмотра. Дальше. И снова привет, друзья. Перед Уфой на трассе встал. Полная протяжка. Кто-то скажет: а почему ночью? А потому что я хочу сегодня проехать побольше. На Урал въехать, проехать вот это узкое место, где постоянно пробки. Вот. Ну, соответственно, 300 километров-то уже проехал, а потом уже где натягивать там? Там неудобно уже на Урале будет. Поэтому сейчас и буду протягивать. Монтировочку взял. Вот эти ослабли. Вот это вообще ослабло. Вот, соответственно, сейчас протянем. Перед тоже протянем. И все, и поедем дальше. Поэтому у нас ночная такая протяжечка. Все, поехали. Так, ну что, протянул. В принципе, первые пачки нормальные были, которые ближе к кабине. Там вообще, то есть, в натяжку я даже не стал пытаться. По максимуму я там протягивал. Вот, а вот задние, которые ближе к дверям, там, да, поподтягивала, она сильно ослабла. Вот, почему? Потому что сейчас, если на Урале, ну там где протягивать-то неудобно. Все узкое, места нету. А здесь пока вот на широкой, считай, и все, и протянул. Ой, так. Все, выдвинулись дальше. Так, у нас до Уфы 113. Сейчас документы сдадим. И что еще? Надо будет заправить полные баки. Правый бак, по-моему, у меня тоже не полный. Левый тоже надо заполнить. И, в общем, самое главное, где вот широкой полосы в узкую становится, там вот мост, ремонт моста, и вот там вот надо проскочить вот этот. Сейчас, надеюсь, поменьше будет. Вот. Машин без пробок пройдем. Так что вот, ну все, добрый путь. Вам приятного просмотра. Поехали дальше. Сейчас пока бодрячком, сейчас еще и на улице побегал, так что нормально. До Уфы, по крайней мере, хватит, а дальше посмотрим. То я тут размечтался.
Может, сейчас приеду в Уфу, уже меня все вырубать начнет. Ладно, поехали. Всем привет, друзья. Всем привет. Иркутская область. Эх, зараза, сейчас медленно пойдут. Иркутская область, в общем, как я и хотел попробовать длинный рейс уместить в один ролик. Не знаю, что из этого получится, ребят. Вы посмотрите этот, когда ролик, напишите в комментариях, как вам. Потому что я сколько дней не записывал. И, соответственно, мне интересно ваше мнение. Или все же записывать каждый день. В плане... Каждый день я записываю, но тогда будет несколько частей. Тем более, вот таких длинных рейсов, может быть, даже и 3 части. Расстояние-то не маленькое. Вот, напишите в комментариях, как вам. Ну, даже я сейчас, вот даже сейчас еду, предполагаю, возможно, даже то, что я вот начал записывать уже в Иркутской области, да, все равно выйдет ролик длинный, возможно, на 2 части, потому что Байкал, Якутия. Я там, кстати, давно не был. Вот, так что напишите в комментариях. За эти дни что произошло? Да, в принципе, ничего такого сверх не было. Считаю, во сколько я в Самаре загрузился? В 4 или в 5. В 12 я к Уфе подъехал, по местному уже, уфимскому. Вот, там же на +1. Вот, соответственно, доехал. Документы сдал, потом подумал, блин, там же у нас после Уфы 2 моста ремонтируют. Там такие пробки днем. Я думаю, ну его нафиг, сейчас хотя устал, спать хотел, я же там рано встал. Думаю, дай-ка я поеду все равно. В общем, 2 моста переехал, в Аше тормознулся. Уже смотрю, еду, свечка тухнет. Думаю, на, все, на обочину прям встал там на Аше. Все, зашторился. 4 часа поспал, в 8 утра подскочил. Ну, уже по местному. Везде по местному говорю. Вот. И, соответственно, Урал перескочил. Вообще нормально. Пробок не было. И... Сейчас моргнем. Давай, обгоняй. Давай, обгоняй. Пошел. Вот, проехал. О, Бурятия, не за что. Челябинск, Курган, и на Макушинском кольце встал, переночевал, получается, уже на следующий день. С Макушинского кольца добежал до Новосиба, там переночевал. Ну, там не доезжая до Новосиба, уже на расширении, на бетонке. Потом с Новосиба я добежал вчера, да, это вчера был, я добежал уже до Красноярска. Вот, ну, получается 1000, там 1000, ну, короче, в общем, эти дни я там старался побольше проехать, там по 1000. Вчера только 800, по-моему, или 900 я сделал, уже не помню. Так вот, вчера уже вот на Красноярской объездной туман, ночь же уже. А я думаю, сейчас поеду в регионе 24, в душ сбегаю, освежусь и поеду дальше. Еще хотя бы километров 100 проеду, потому что после Красноярска там тоже ремонты. Ночью, чтобы никого нету, проехать. И все. И как раз я уже скидываю скорость, но уже горит, вон стоянка видно, слева заправка-то это Газпромовская. Уже видно ее. Я уже так накатом качу 70. И такой смотрю, из тумана такой, знаете, прям вот какой-то силуэт непонятный. Я такой вглядываюсь, а уже уставший тоже. Реакция уже не та. Вглядываюсь, что за хрень? Смотрю, блин, маленький джипик с прицепом. Ну, для легковых прицеп. А там же, он уже со встречки повернул и хочет на мою сторону перескочить в поле. Там дорога, видать, или что. И уже все, вот так вот, на моей полосе, прям вот так вот. А считай, фары светят в ту сторону, то есть на дорогу я не вижу фары. На прицепе тоже никаких огоньков. То есть вот полная темнота. Никаких светов. И хорошо вдали ехала фура. То есть она
фары подсветило, и вот этот контур машины появился из тумана. Я по тормозам, бах, в рацию кричу, твою мать. Вот если бы ехал быстрее бы и размотал бы полностью, я бы точнёхенько между задницей и прицепом, прямо где вот этот он цепляет, вот прицеп, прямо вот туда бы. А его бы вот так вот бы сложило бы. Ох, там делов можно было натворить. Я вообще не понимаю, ты в тумане ночью нахрена такие маневры делать? Чем люди думают? То есть надо 100 раз убедиться, быстренько съехать, если уж тебе надо вот на эту сторону. А там как бы, по-моему, сплошная или может прерывисто. Ну то есть не заметил я, по-моему, прерывисто, но все равно, не знаю, опасно. Вот вчера вот такой случай был. Я разматерился вчера. Успел оттормозиться, пошел проверил груз. Нормально, я как перед Уфой подтянул, больше не подтягивал. И вот сейчас вот сходил, вот сейчас вот, когда чай пил, остановился перекусить, там бутерброды. Сходил, посмотрел, значит, ослабло чуть-чуть, поэтому сегодня я там подтянул. Неудобно, надо расшториваться с монтировкой уже натягивать, потому что сейчас у нас что там завтра, ну сейчас тут ровно, как бы, ладно, так доеду, а вот завтра уже перед Иркутском, там пораньше, или может сегодня уже, нет, сегодня навряд ли уже не смогу, завтра перед Байкалом, перед Култуком, вот этим всем, там же уже у нас дорога плохая начнется уже местами, похуже. Расшторюсь и монтировкой подтяну заново. И надеюсь, уже больше не надо будет. Хотя, возможно, там еще в Якутии где-нибудь сверну. Может быть, перед Якутией надо будет тоже подтягивать. То есть чуть-чуть ослабевает. Вот, потому что вчерашнее торможение, она чуть-чуть сместилась, она уперлась у меня и спокойно ехал. Но вот это вчерашнее торможение, вот это, я бы сказал бы, вот вы ругаетесь, что я матом. Я бы сказал по-другому, что это за человек. И она чуть сместилась, и все, и она опять уже не в этом, свое место потеряла, и натяжение ремни пропали. Вот что, надо опять заново подтягивать. Ну там не сильно не сместилась, там буквально может быть на сантиметр, там, но она в любом случае сместилась, и натяжение пропало. Оно как бы натянуто, задняя пачка натянута, нормально, а вот передняя, которая ближе к кабине, вот там вот тут надо подтягивать, ну, то есть надо расшториваться. Вот такие вот пока новости. В общем, все нормально, катим. Сегодня мы до Иркутска, посмотрим, что там Усолье-Сибирское, мост, как пробка, не пробка по состоянию. Сейчас у нас Нижнеудинск, в Нижнеудинске тормознемся, сходим покушаем, там пельмешки по-таежному, мне нравится. Ребята же меня смотрят с разных регионов, с разных стран. Если вы не знаете, пельмешки по-таежному, это значит горшочки, либо в какой-то емкости пельмени с бульоном, туда траву, специи и обязательно эту печень. Вот, и ты, получается, кушаешь бульоном с печенью, с пельмешками. Ну, вкусно, вкусно и сытно, главное, довольно-таки. Там тормознемся, и надо в автомагазин сбегать. У меня подкачка-то, пистолет, который я в Хабаровске покупал, ну, колеса подкачивает. Вот этот, который нажимаешь, вот эта ручка, там болтик, и он у меня вылетел. Ну, я, по-моему, показывал. Я не найти не этот болтик. Он там тоненькая дырочка такая и длинная. Надо вот, это где-то вот, где Метизы, саморезы, вот большие магазины, вот там только можно найти. А вот такие нестандартные болтики хрен где найдешь, в общем. Я уж сейчас попробую в Нижнеудинске поискать. Если там не будет, ну что поделать. Потому что уже надо подкачивать колеса. А мне как пистолет нравится, он четко, точно показывает. Как-то так, в общем. Ну, в общем, все нормально. Катим дальше. Пишите в комментариях, как вам такой формат ролика. Длинный рейс в один ролик уместить. Либо все тогда записывать каждый день. Я, получается, сколько тогда? 3 дня, да, не записывал? Ну да, вроде как 3 дня. И если каждый день записывать, тогда просто будет несколько частей. В общем, пишите, как вам удобнее. Что еще, что еще.
Ну, вроде все. Вроде как все хотел что сказать. Чуть-чуть отвык от записи. Еду, в свое удовольствие балдею. Не надо записывать, что-то говорить. Вот. Как-то надо опять сейчас втягиваться к записи. Вот. И, скорее всего, опять же, вот сейчас, вот даже сейчас я вот наболтал уже на сколько минут. Скорее всего, даже вот сократив время записи, все равно материала куча будет, и придется что-то даже и не вставлять при монтаже, то есть надо что-то будет удалять. Так что вот, ладно, все, поехали, катим дальше. Что у нас сейчас тут у нас? Пост ДПС, но он вроде уже в последнее время не работает, я там уже и не вижу машин. Сейчас мы вот Новосибирского обгоним. Прицеп, по крайней мере, Новосибирск. Иркутск 675. Но оно здесь скачет, оно не точно показывает. У них дорожники шутят, наверное, таким образом. Сибирь. Ребят, какие-то представительские машины китайские, H9. Прям видно, что она по заднице большая. Все, ребят, наконец-то я собрал. Сюда шплинт засунули. Вот это выпало. Болтик был, а вот сейчас тут паренек мне помог. Говорит, давай вот эту, я говорю, давай. Все. Так. Идем дальше смотрим. Я хотел посмотреть здесь. Ну так, поглазеть. Катафоты. Сигналки. Угу. Сейчас еще приду и тут это сделаю этот отвертку побольше. Ну, она уже держится нормально. Все, заработало. Тут немножко заржавело, почищу. Так, что тут еще есть? Большой магазин, кстати, в этом. Здесь Нижнеудинский. Что только нету. Так, ну что, скромный обед. Вот они, пельмешки по-таежному. Видите? А вот печень. Морковка. Бульончик вкусный. Ну все. Пельмешки да кофе. Все, ладно. Приятного аппетита. Кушаем. Доедем дальше. Сегодня надо еще километров 300-400 пройти. Так, все, ребята, поел. Поел. Купил то, что хотел. Сделал, наконец-то. Блин, забыл. Закрыть. Купил, наконец-то, то, что хотел. Сделал, наконец-то. Подкачивающий. Сейчас, потому что холодать начнет. Надо подкачивать. Соответственно, батарейки там поменял. Свежие поставил. Что еще взял? Я шуруповерт купил же, вот эти биты купил. На всякий пожарный. Все, выезжаем. Местного 6:30. Блин, поздно. А еще ехать и ехать. Я только в Нижнеудинске. Зараза. Вроде нигде не останавливался. А сколько я выехал-то? 8. Да, я на 8 будильник поставил. Все время ехал, нигде ничего. Тут что-то выезд такой херовый. Так, сейчас на встречку надо будет забирать. Пока встречки нету.
Блин, легковые едут. Давай быстрее, блин. Все, никого нет, встречки тоже нету. Справа такой плохой выезд. Встречку надо выезжать. Смотрите, как я аж на встречку выехал. Все. Хороший магазин. Большой автоцентр Александровский. Так, ну что, добрый путь, 3700 до Якутска. Еще ехать и ехать. Сегодня надо поближе. Было 4200, сейчас 3700. 500 только проехал. Еще надо 500, грубо говоря. Мало проехал сегодня. Надо шагать дальше. Так. Ну все, тогда позже включимся. Все нормально. Наконец-то я собрал этот подкачивающий пистолет. Завтра надо будет на тягаче подкачать колеса на передке. И на ведущих там выровнять немножко этот. В одном больше, в другом меньше. Сейчас выровняю. Завтра, вернее, как проснусь на холодную. Так, ну что, Нижнеудинску привет. Мы поехали дальше. Ну что ж, едем, кстати. Посмотрел я историю в Ютубе. Значит, я, получается, в Якутск ездил в Делко, когда работал. Я добавил видео в феврале 22 года. То есть это, получается, у нас почти 2,5 года прошло, да? Вот. А на восток я ходил тоже в феврале. Ну, этого года. То есть я тоже уже давно не был. Дальше Тулуна я не ездил. В Арбате, имеется в виду, в компании. Вот. И соответственно, после Тулуна наконец-то будем ехать в сторону Байкала. Вот. Завтра у нас, может быть, даже послезавтра. Я же, получается, это уже полгода не был в тех. И, соответственно, бузы не кушал, ни бухлер, ничего не ел. В общем, сейчас, когда приеду там в Забайкальский край или в Бурятии, буду кушать бузы, буду просто их изничтожать. Буду просто не то что изничтожать, уничтожать, изничтожать, поглощать. Бухлер, бузы, буду просто их кушать. Там, наверное, надо будет добавить вот такой, знаете, зловещий смех, такой, знаете, такой, как это сделать? Такой, знаете, за кадром должен быть такой зловещий звук, такой смех, вот такой. Вот так вот. Блин. Не знаю, получилось ли нет, но я попытался изобразить. Вот. Говорю же, полгода получается. Вот. Так что будем кушать бузы, бухлер, бузы. Что-то рыбак там рыбачит. Так, у нас трал идет. Сейчас он на подъеме нас будет подсаживать, потому что он что-то там везет тяжелое. Трактор везет какой-то с огромными гусеницами. Надо его обходить. Обходить надо, обходить. Ай, блин, сейчас еще расширение, он меня подсадит. Ой, не разогнался. Так. Блин, разгоняйся, трал. Ну давай, дорогой. Он этот Желдор Экспедиция обогнал все и пошел на подъем. Блин. Ну ты, трал, даешь. Ну все, я тут. Ни хрена, ну какая здоровая. Ни хрена не. Ну, его в любом случае сейчас обгоним.
общем, как-то так. Будем кушать бузы. О! Бузы. Держитесь, бузы. Едет поглощатель. 17-й регион. Что это у нас? Что-то даже и не знаю. О, 03, Бурятия. Вольво, не обгоняй меня, я сейчас оторвусь от тебя. Астрал подсадил. Сейчас быстрее будем. Так что вот, ладно, все, погнали. Так, ребят, добрый вечер. Местного в районе 11, по-моему, уже. Еще же на час, по-моему, да, прибавилось. Уже плюс 5 от Москвы. В общем, катим, идем. Зиму проехал. Ну, там стоянки, обычно там вставал. Так, уже все позабывал, уже давно здесь не был. Чё, где стоянки? Хрен его знает. В общем, где-то сейчас будем искать, куда примкнуться. Так, надо вот этого обогнать. Блин, встречка пошла. Лес, не он. Бревна, не бревна, а эти как их? Брус везет. Вот, все позабывал, где что можно встать. Сейчас надо будет поискать. Где-нибудь да встанем. Идем, где место, где ночует, там будем стоять. Что еще? До кольца 53. А вот вообще забыл. Кольцо-то я помню. А до кольца что там? После кольца? Или попробовать дотянуть там 200 километров до Иркутска. Считай, 800 я прошел сегодня. Там, по-моему, 100 километров остается. Там две заправки справа и слева. Я там обычно вставал. Попробую до туда дотянуть. В общем, все нормально. Работаем, идем. До завтра. Завтра у нас Байкал. Попробую остановиться на Байкале. Сходим к Байкалу. Умоемся водой. Посмотрим, поснимаем, покажем. Доброе утро. Речка Белая, перед Иркутском, перед Усолье-Сибирском ремонт. Что-то меня тут пугали. Пробка большая, нет? Подъехал, тут же, получается, уже встречка ехала. И вот один светофор, и все, и проехал. А светофор минут 5 где-то работал. Речка Белая, как в Уфе. Такое же название. Ай, зараза. Вот, а что я, получается, перед этим переночевал на Роснефти, перед Иркутском. Сколько было там, 150 что ли, 130. Проснулся, считать, что-то поздновато проснулся, в 9 проснулся. Местного уже сколько? Так, 9, 11 уже, да? 11 или 12. Ну, в общем, достаточно поздно. Сейчас у нас Иркутск и пойдем уже в Байкал. Все нормально. Надо где-то тормозиться. Дождь, зараза, идет. Вот что. Шторку надо открывать и подтягивать груз. Что-то так в дождь неохота, но нужно это все сделать. Обязательно. Ну, сейчас мы тут... Я смотрел, что-то до Улан-Удэ 10 часов, что ли, ехать. То есть расстояние это не сильно большое, но за счет того, что среднее движение маленькое, во-первых, вот здесь ремонтов куча, да, у нас перед Иркутском. Потом сам Култук, вот эти все там перевалы. Скорость-то небольшая, поэтому мы целый день будем ехать до Улан-Удэ. Так что
Вот, ладно, выдвигаемся дальше, едем. Позже включимся. Получится ли нет Байкал дойти, там дождь. Ну, посмотрим. Надо показать Байкал. Давно там тоже не был. Ну получается, я посчитал, что в феврале же, да, у меня была запись видео. Февраль, что там, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август. 7 месяцев. Полгода, грубо говоря. Я в этих краях не был. Наконец-то я сюда приехал. Соскучился я по Иркутску, Бурятии, Дальнему Востоку. Ой, а в Якутии я уж вообще молчу. 2,5 года там не был. Сейчас посмотрим, как там. Когда я ехал там 2,5 года назад, там активно асфальт строили. Говорю, асфальт клали. Посмотрим, как там сейчас. Тит, этот перевал. Как он? Ну, скорее всего, он не в асфальте. Также в гравийке. Тит. Там на Тите-то я ни разу не висел. Я на других висел. Там есть парочку затяжных подъемов. И главное, идешь, а потом еще в конце еще вот такой подъем. И вот когда в конце уже там вот я зависал. Ну ладно. Поехали. Ребят, смотрите, ну постоянные зрители знают об этом участке, об этой вот красивой церкви. Она вот ночью, когда въезжаешь, она подсвечивается, такая подсветка красивая, оформлена. Синенькая такая, красивая. Здесь вот купаются люди в крещении, там прорубь делают. Вот смотрите, она какая красивая. Да? С подсветкой так она вообще супер выглядит. Здесь тоже вот здание. Такое красивое, да? Так, наконец-то ты сворачиваешь. Так медленно едет тут на одиночке. А что, ты передумал, что ли? Все, передумал. Хотел остановиться, что-то поворотник включил и поехал дальше. Вот, едем дальше. Усолье Сибирское прошли. Сейчас у нас заправиться надо будет еще. Вот что. Сейчас тут еще часик потеряем. В Тельме. Ох, быстрее бы до Буз добраться, Бухлера добраться. Буду изничтожать, как я уже и говорил, поглощать, обжираться. Дождь только, зараза, встречает нас Иркутск с дождем. Чего ж ты на одиночке не остановился? Ты ж хотел. Ух, нихера длинная какая. Вот это да. На обочине стоял. Так, ну тогда его сейчас будем обгонять. Включаем мощностной режим коробки. 11-ю включим при обгоне. И алга. Как нам встречка пока нам мешает. Так, ладно, поехали. Так, ребята, надо заправиться, вернее. Первый раз, кстати, заправляться буду на БРК. Заправка. Ни разу не заправлялся. Так, а что тут, как тут? Быстрый налив. Что-то как-то посередине стоит этот стол. Цена 70-75. Так, ни разу не заправлялся. Что-то она какая-то странноватая. Ну, шланги длинные, уже хорошо. Вижу, что они прямо длиннющие. Чё ж, цена 68?
Дизельная же, ДТ, да? А что ценник разный? Не понял. Так, надо сейчас стать прямо, чтобы, если то под правый бак мог этот подъехать тоже. Да я сейчас бы, ну, криво бы встал, прицеп-то жопа. Блин, стало это, конечно, вообще не туда и не сюда. Блин, а? Что-то как-то тесновато. Так. Ну-ка назад чуть-чуть. Блин, слишком близко встал. Неудобно там будет. Сейчас подумаем. Так, ну что, заправляемся. Кофеек взял. Цена, кстати, верная, да, по 68 рублей. А на стеле то, что там 70-75. Тут со скидкой. Она сказала на 500 литров скидка 1300 с копейками. Я 500 взял. Должно было влезть. Да, вон уже практически полная. 438. Блин, чуть не влезет, а зараза. БРК. Так как я уже могу считать себя специалистом, аппарат настроен больше воды, чем кофе. Не рекомендую. Экономят на этом, на кофе, зараза. Так, ладно, одной рукой. Так, ну все, заправился. Вообще точнёхонько 500 литров зашло. Прямо неудобно. Она говорит, вот эту колонку недавно поставили, поэтому, говорит, там эта стела и стоит посередине. Неудобно. Так, ну все, вроде выехал. Так, заправились, полный бак, точнёхенько 500 зашло. Ну там бы 505, 510 бы зашло. Еще 10 литров. Прямо уже, можно сказать, под горлышко. Еще литров 10-15 бы точно зашло бы, наверное, впихнуть. И, значит, в Улан-Удэ мы также на БРК дозаправимся, потому что сейчас, считай, 470 до Улан-Удэ показывает. Считай, с этими перевалами и потратим-то изрядное количество топлива, поэтому мы сейчас дозаправимся в Улан-Удэ, также на БРК, и уже оттуда побежим. Так, ну что, у нас поворот и все, и подъем начинается. Помню, видос мне скидывали, вот сверху, видите, дорога туда идет. Короче, сверху трал с экскаватором, у него тормоза отказали, и он туда летел. Здесь где-то камера стоит. И вот он, представляете, вот отсюда сверху прямо на огромной скорости. Там видал, ну там, по-моему, водитель погиб. И я тогда там увидел, охренел, это ужасно, конечно. Тут-то, блин, спуск-то крутой, загнаться-то можно вообще, не дай боже. Так, ну что, блин, все, начинается подъем. Чистые ключи. 22 тонны у нас. Я заболтался, надо было на 10-ю включиться и чуть подразогнаться. А я тут отвлекся. Ладно, сейчас все равно на 11 пока идем. Да, он там, он как пуля пролетел вот мимо этой камеры. Это ужас. С экскаватором. По-моему,
там, ну не помню даже какой тягач, по-моему, скамейка была. И он вот так вот. Или каток там был, или... Нет, по-моему, экскаватор. Ну, неважно уже. Тоже нелегкий шел. Так что здесь приключений хватает на Гултуке. Периодически-то дальнобойщики погибают. Так, все, 10-я пошла. Было чуть раньше переключиться. Ладно, позже включимся. Сейчас тут пока такого ничего нету. Сейчас у нас затяжной подъем. Да, 9-я. Сейчас будет у нас. Заранее на 9-ю включимся. Внимание, аварийно опасный участок, возможен выезд на встречную полосу. Здесь вот поворот сейчас будет. Здесь вот тоже, помню, видос автовозик вот оттуда в поворот не вошел, тоже с тормозами, и туда вот улетел. Видите, где отбойник сейчас стоит, туда отбойник поставили. По-моему, его не было. Поднимаемся, 10-я пока идет, но сейчас уже на 9-ю включимся. Что-то тут прям на спуске кто-нибудь в жопу бы не въехал. Размотались, бляха-муха, так что видать. Короче, после глубокой, слава богу, бляха-муха, в тумане еще. Что-то случилось, легковые, да? Бля, опасно, опасно, конечно, тут вообще. Обычно тут все разгоняются, но подъем же. Лоп-лоп. Живые-то ходят. Блин, еще и дети там сидят в машине. Ага, сейчас подъем идти. Там ДТП, ваша полоса занята, аккуратнее. Одна полоса. Да, опасно, опасно, прям на спуске. Вольво, куда летишь? Иркутск, тормозите, тормозите, парни! Без рации, что ли? Ребята, тормозите, тормозите на спуске, там полоса занята, ДТП. Спасибо, спасибо, у вас все было чисто. Хера там Volvo 05 несся. Хорошо ему моргать начал. Где-то в районе соточки-то летел. Ой, а там людей, машин. Ой, как если бы... О, блин, даже представить боюсь, что тут было бы.
так вот постоянно тут ДТП. На Уфу идете, тормозите. У нас авария. На Уфу. Ни хрена себе ты сказал на Уфу. На Уфу. Ты бы еще сказал на Москву. Тормозите, тормозите, на Уфу идете. ДТП. Давай, Чубик, обгоняй. Ну тут, извини, уже все, не успел. На Улан-Удэ, в сторону Улан-Удэ, ДТП. Как в сторону Улан-Удэ? А, ну это сзади. Сзади кричит. Так. Все, дальше двигаемся. Скоро Байкал у нас. Да, тут пешеходы ходят. Так, и где-то, я помню, там есть стоянка, ну, как его, парковка. Там остановимся, наверное, расшторимся все-таки. Надо подтянуть. Вот, что-то повороты такие резкие. Торможать приходится. Поэтому подтянем и дальше поедем. Так, ребята, что-то тут похоже еще одно ДТП. Да. Хера он улетел. О-о-о. Вот это он несся. Если на Иркутск идешь, у тебя тут авария за бугром, вот прямо вот здесь рядышком. А еще там у тебя дальше будет авария, аккуратнее на спуске будет. Хера он в Минимум, чисто у вас. повороте улетел. Благодарю. Куда носится так? Ну, я заметил, здесь легковушки прямо носятся, как не в себя. Гонки устраивают, кто быстрее. Зачем? Тем более дождь, дорога скользкая. Люди реально не оценивают возможности своей машины. Плюс состояние резины, да. Как бы... Хорошо он его вправо утащил, да, на свою сторону. А там же поворот вот так вот шел. То есть он бы, если на встречку вылетел под фуру, или с другой лоб в лоб. Ну, вот как сейчас предыдущая авария была бы. Ну, то есть, сами понимаете. Грибники ходят. Замученная идет. Красная. В город и подниматься, конечно. Че они тут, грибники, наверное? Женщина идет. Так что вот, аккуратнее, ребята, здесь не гоняйте. Зачем? Ну, хотя мало кто, наверное, меня смотрит-то на легковых здесь. Местные это навряд ли смотрят. Ладно, я понимаю, в сухую, да, погоду там еще, да, в поворот ты входишь на скорости. Как бы окей, там резина держит. Но, блин, ну зачем на мокрую? Парни, на Иркутск идете, у вас километра через 1,5 на подъеме авария. И потом километра через 5 на спуске там будет внизу авария. Аккуратнее. Спасибо, у тебя до Колтука было. До Култука. Инка, спасибо, хорошей дороги. Ну, понял. Именно, дружище. Так что вот. Я помню, мне родственник рассказывал в Татарстане. Девятка, пацаны молодые, летели на спуске тоже. А сильнейший дождь. И они, получается, аквапланирование поймали. И их начало крутить, и они под фуру. А там толпа что-то ехала, пацаны молодые. И всех под фуру на девятке. И все там, толпа, все пацаны погибли. Что-то, видать, куда-то летели, на гулянке куда-то. Что, ну, в общем, опасно. Ты нихуя себе! Ты, блядь, что было-то? Нахера себе такой...
блядь, ну ладно. Я бы сказал, ладно. Все цело. Чего упало-то? Документы упали. Мелочевка упала. Блин, а вот это они сделали, конечно, бугорок. Внимание, спуск с опасными поворотами. Я подлетел. Зараза. Вот этого не было раньше. Главное, черное. На черном я не заметил даже. В последний момент, вернее, увидел, но уже там поздно было. Так, у нас спуск идет. Что-то я уже не помню, что за... О, да, он тоже такой крутой. Сильно не гоним. Давай. Сейчас тоже на первом спуске пришлось нарушать там. Скамейка, короче, бензовоз, то ли что, говорит, у меня сломано все. Ретардер, что-то 30 тонн он там на первой или на второй передаче спускался. И мы толпой пришлось вот, через сплошную, потому что он там полз на спуске. Не то, что ехал, а полз. И мы всей толпой там первого обогнал, и всем нам по рации: давайте, пацаны, чисто. И все, мы вот так вот и спустились. Ну а по-другому как? У кого-то может перегреться тормоза, я не знаю, что там будет. Ну, в общем, опасно. Приходится иногда нарушать. Ну, там вообще, то есть он очень-очень медленно аварийку включил и спускался. Что-то говорит, у меня горняк не работает, ретардер не работает. В общем, что-то там у него по рации говорил. Народу много там. Так, ладно, все, поехали. Так, ребят, ну что, у нас спуск уже перед Байкалом, который 9 километров спуск, было написан плакат. Спускаемся потихонечку, все нормально. Ретардер вообще хорошо держит совместно с этим моторным тормозом. Я практически тормозами и не пользуюсь. Включил механику на 9-ю, чтобы это не переключалось. Там на 8-ю, на 7-ю, а так вот на 9-й скатываемся. Все отлично. Бэха, 7-ка, X7. Номер еще такой крутой, да? Так. Спускается. Америка. BMW X7. Вот у нас и Байкал. Приветствуем Байкал, ребята. Ох ты, какие. Полгода, 7 месяцев у меня здесь не было. Сейчас. Открой окно свою дверь, закрой.
Сейчас поворот там будет, увидим. Америка совсем медленно спускается. Топливо на рост, если купил. Ограничение скорости 70 километров в час. Attention, check the brakes. Dangerous bends ahead. 3 километра. 3 kilometers. 3 kilometers. Ну вот у нас. Can you see Lake Baikal? Lake Baikal. Ну, Америка, да что ж ты так медленно, совсем медленно. Так, ну тут высота, конечно, блин, вот там вот прям реально высоко видно, нет? Да, я уже здесь давно. Ну вот мы Байкал выезжаем к Байкалу. Жалко здесь нигде не остановиться. А так здесь вид, конечно. Ну вот здесь вот, но тут на легковых я бы тут не смогу встать. О, красота! Привет, Байкал! Вот это видок отсюда, ребята! Он просто шикарен. И вот здесь вот такой поворот на 180 градусов. Ой, как красиво-то. Так. Что у нас? 8-я, да? Давай-ка, ладно, на автомат сейчас включим. Мерседесик тоже кто-то снимает. Сидит. Один тут на 180 градусов. Движение-то плотное какое. Опа. О, Байкал. Так, ладно, сейчас на 9-й будем спускаться нормально. И в 3-м положении горняка. Так, и вот у нас Колтук. Мы все еще спускаемся. Кстати, здесь он спокоен вообще. Ветра нету здесь, кстати. Так, ну и 3-й поворот у нас на 180 градусов снова. Так, ну ладно, позже включим. Шагаем вдоль Байкала. Зараза, дорога плохая была. Вот тут сейчас вроде новый асфальт, а там вот где поближе к Байкалу подъезжали. Зараза, особо не поснимаешь.
куда ты Мерседес, блядь, срезаешь, дол... Идем вдоль Байкала. Что-то было там километров 10-15 уставшей дороги. Сейчас вроде более-менее нормально. Идем дальше. Асфальт вообще вот там, его срезать надо и новый. Байкал. Слышно, как шкварчит, да? Тоже по минимуму, что я не доеду до кафешки. Надо поесть. Иногда вот попадается, что вот открытый участок, можно Байкал посмотреть. Вот видно тот берег, а вдали вообще не видно. Вдалеке вон там берег той стороны. Красота. Я окно открыл, потому что у меня грязное, дождь же. Поэтому ветер немножко. О, мужики на лодке рыбачат. Ладно, продвигаемся. Покушал. Сейчас полегче будет. И поедем дальше. Сейчас остановимся, надо будет протянуть обязательно. Поехали. Смотрите, видите облака? Они в тучи, господи, в горы упираются и останавливаются. Вот сейчас граница уже будет с Бурятией уже. И вот тут постоянно зимой, если тучка идет, она упирается, все, и вываливает снег. Здесь вот постоянно много снега зимой. Вот видите, причина в чем? Потому что облака не могут уйти выше гор. И, соответственно, все вываливают. Вот оно почему. Вон, особенно вон там вот справа сейчас вот видно будет. Сейчас увидим, если увидим. Вон, видите, вот гора, она вся в этот, вот так вот в облаке. Так, ну что, у нас сейчас граница с Бурятией и Иркутской области. Сейчас мост будет и будет стела Республика Бурятия. И вот здесь зимой постоянно снегопады. Я один раз здесь ехал, вообще видимости нету. Выдрено. Экопарк Южный Байкал, Снежная 07. Видите, снежное даже название. Кстати, все речки с гор, которые спускаются, все полноводные. В прошлом году я ехал, вообще воды мало было. В этом году воды очень много. А, кстати, вот Бурятия. Бурят, республика. Бурят. Привет, Бурятия. Родине отца и деда, соответственно, тоже. Кафе Саяны. Кафе домашней кухни. Машин много. Останавливаются, кушают. Но жалко, здесь обочины нет. Я бы тормознулся, но нет для фур. Можно провалиться, наверное. Не испытывал, не знаю. Сейчас вообще в дожди опасно на обочину съезжать. Все размокло. И когда я ехал-то зимой, тут дорогу же подготавливают для стройки-то.
обновлений. И надеюсь, они сделали, ты ее нет. Нет, похоже, не сделали. О, экопарк Южный Байкал, мыс Капитанов. Так, все, тормозим. Дорогу так и не сделали, походу. Да, нифига ее не сделали. Зараза. Чего же они ее так долго делают? За лето-то могли уже доделать. Ее еще в прошлом году начинали же делать, сколько я помню. До сих пор. Зимой-то ладно, тут снегом-то все засыпет и как бы окей. А летом... А, там еще и реверс, да? Похоже, красная. А я вдалеке, я не успею там вручную регулировать. Но, скорее всего, сейчас меня остановят. Потому что я один еду, сзади никого нет. Сейчас скажут: тормози, будем встречку пропускать. Да, я уже вижу, он встает, по-моему. И мне махнет. Все? Как я все вижу и предугадываю. Вышел. Вижу тебя, вижу. Можешь не махать. Ладно, что, подождем. Не успел я догнать. Интересно, надолго ли меня тут сейчас остановят? Что-то долго делают дорогу здесь, этот участок. Мог бы и меня пропустить, там самосвалы как раз выезжали. Я бы успел бы. Ладно, все, ждем, дальше едем. Так. Все, подтянул, блин, зараза, там чуть-чуть выступает, трещотку на место не поставил, блин. Заболтался, позвонили, лекли. Все, подтянул там на один щелчок везде все эти, как его, все трещотки на один щелчок получилось. Пропустим. Ну вот, повезло так повезло. Толпа, ё-моё. Надеюсь, они быстро пойдут. Давайте быстрее. Держу газы. Нормально идем, что-то нормально. Так, вон Байкал, смотрите. Красота. В общем, сейчас времени нету на Байкал, надо шагать дальше. Поэтому я извиняюсь. Пообещал, а сам Да времени мало уже остается. 2930, а мне уже надо быть. Ну, в общем, надо уже все, осталось 3 дня. На 3-й день надо приехать, и я уже тут. В общем, сегодня шагать будем. За Улан-Удэ уйдем. Энергетик у меня есть, сейчас семечки надо где-нибудь взять. И шагать надо. Сегодня надо хотя бы где-то наполовину между Улан-Удэ и Читой. Ну, не знаю, что загадывать, еще я до Улан-Удэ даже не доехал. Ящик я закрыл. Двери закрыл, все закрыл. Ладно, все, пошли.
Так, ребята, вот Селенга. Она в этом году полноводная, кстати. Воды много. Вон, реально. Вон там она. Растеклась как сильно. Да. В общем, сейчас заезжаем в Тибет. Мне тут сказали, заедь, попробуй сюда. Поэтому я ни разу что-то все время пролетал. Здесь спуск. Ну и как бы на скорости. И не заезжал ни разу. Вот как раз тут есть доля лучше. Мы вот так встанем. Вон. А, подожди. Багульник почему-то. А где тут Тибет? А, ну дальше там, скорее всего. Так, пойдем перекусим. Вернее, даже обожремся. Не знаю, видно ли меня. Терминатор по уничтожению БУЗ-ПОЗ прибыл на место. Готов выполнять задачу. Ладно, все, я уже тут придуриваюсь. О, сегодня у нас поездочка предстоит ночная. Сегодня надо у нас за Улан-Удэ ускакать прямо поближе. Что у нас до Якутска показывает? Вернее, до Нижней Бестях, пока на этой стороне. Вот, да, вот до Нижнего Бестяха мы сейчас сделаем. Давай до этого перекрестка. Сюда. Ну и 2744. Короче, надо сегодня еще 3200 было, сейчас 2740. Да, по-моему, 3300 было, я начинал движение. Или 3200. В общем, сейчас 200, ну 600-то прошел, наверное, да, где-то так. Перед Иркутском 150, от Иркутска до Улан-Удэ 400, да, 550, ну 600 где-то плюс-минус. И надо где-то поближе к Чите. Где у нас Чита, вот она, Чита. Что-то тут мне кафешка нравится, но до оттуда я не дотяну. Больно далеко, стоянка. Что это у нас здесь? Точки. Стоянка, душ, туалет. Ну давай хотя бы до сюда. 174. Все, вот. Нет, вообще. Тут какие-то другие. Можно? Попробуем. Так, ребята, Надеюсь, не обсохнем, Коля. Осталось немножко. проходим Улан-Удэ по краю. Что могу сказать по кафешке? Ну, у всех, конечно же, вкусы разные. Кому-то здесь больше понравится, чем там, где мне нравится. То есть, ну, тут понятное дело. Но мне больше там нравится, перед Читой. Вот, там и они побольше, сами бузы, и вкуснее, что ли, так. Но здесь тоже, кстати, неплохие, вкусные, я ничего не скажу, очень вкусно. Бухлер, говорит, закончился, и говорит, еще в обед. Так что, говорит, поздно ты приехал. Я говорю, понял, что уж поделать. Видать, хороший бухлер, что там разбирают прям махом. Вот, Улан-Удэ, привет. Подписчикам моим привет огромный. Сайнбайна. Как там еще что-то вот говорят. Я, к сожалению, бурятский не знаю. К сестре заезжать не буду. Что-то я даже не звонил, так как тороплюсь. Поэтому поедем дальше. В общем, все нормально, двигаемся дальше. Сегодня надо пройти еще хотя бы километров. Вообще было бы идеально 300, но вытянули я или нет,
никто не знает. Посмотрим. В общем, там где-нибудь будем искать потом уже стоянку. Обнаружен маломощный радар. Камера смотрит. Не стоянку, в вернее, даже, а так. Ограничение скорости Ну, хорош. 60 километров в час. Снижайте скорость. Так что, ладно. Добрый путь, поехали. Улан-Удэ, привет. Доброе утро, ребят. Так, что тут? Мотель Каспий. Вчера вот тут остановился. Так, что у нас до Читы? До Читы у нас осталось порядка... Так, кстати, надо будет в Чите-то заправиться. Где-то вот здесь вот заправка РБК. А, БРК. Вот она. Я вчера посмотрел. Подожди. Зачем ты так? Не понял, а чё, почему он такой маршрут показывает? Что это за дорога такая? Нет, что, вот же основная, да? Вот она. Так, 410 километров примерно, плюс-минус. Ну что, ребят, выезжаем. 410, 6 часов. 6 часов езды. 7 утра, 7:15 местного. Ну, 7 плюс сколько там, 6, да? В общем, час дня, да, будет? Час дня Чита. И дальше поедем. Ну, сейчас еще надо будет потом, ну, там остановимся в кафешке, покушаем. Полчаса, час. Полчаса где-то. Сейчас переезд будет. Да, вот он переезд. Так, ну ладно, все, в добрый путь, поехали. Что-то мало поспал, конечно, но надо двигать. Сегодня бы в планах за Читу, поближе к Неверу. Вообще сколько до Якутска-то осталось? До Якутска у нас... Нижний Пестях. Давай. Интернет закончился. Такая здесь природа. Только-только проснулся. Уже не стал себе чай делать. Ладно, думаю, надо ехать. Попозже, может, тормознусь. Чаек себе сделаю. Сейчас отключу тебя. В общем, ладно, не дождусь я пока интернет. Так, все, в добрый путь. Поехали. Дальше летим. Нужно сегодня за Читу. Что у нас там? 300 Чернышевск. И тут сколько? 410, 300, 700. Ага, это Чернышевск. Чуть дальше за Чернышевск. Ну, посмотрим, в общем. Не будем загадывать. Поехали. Так, ребята. Продвигаемся. Ну и все, и здесь вот такая вот у нас природа. Сопки.
И одни спуски, подъемы, спуски, подъемы. И, как правило, внизу везде мосты, которые, как правило, разбитые. Опа! Еще более-менее. Которые прыг-скоки, так называемые, я их называю. Сопки, сопки, сопки. Спуск, подъем, спуск, подъем. Уже все позабывал. Еду тут, вспоминаю, любуюсь природой. Природа здесь, конечно, шикарная. И снова пошли мы на подъем. Так как внизу я притормаживал на мосту, то на подъем мы идем с натяжкой. Спуск, подъем. Ну там в районе Хилка километров, по-моему, 20, наверное, 15 еще ровной дороги, в смысле без подъемов, спусков. И потом опять начинается вот такие вот. Спуски и подъемы. Так, что у нас сейчас? Сейчас у нас снова будет спуск. Такая здесь природа. Ладно, позже включимся, что-нибудь интересное будет. Сейчас пока вот будет однообразная вот такая дорога. Ну и если где-нибудь подымешься, может быть вид открыться красивый. Деловые линии. Фу. Сейчас остановился. Да, тут с владивостокскими номерами 125. Патрубок, короче. У него порвало, все вытекло. Я говорю, там газ, что нужен? Пожрать, что кушать? А, говорит, все есть. Ой, блин, подожди, скамейка летит. Сейчас пропустим. Вот, и, короче, этот... А, блин, ничего не нет. Порвало у него патрубок. Все. Тосол, все вытекло. Я говорю, что контора знает? Говорит, да, он едет уже помощь. Я говорю, все, понял, ладно. Спасибо, говорит, что остановился. Я говорю, да, блин, что? Надо останавливаться, помогать. Спрашивать, по крайней мере. Правильно? Я вот так помню, зимой Ема не работал. Тоже то ли откуда он, с Армении, то ли с Узбекистана. По-русски плохо говорит. Зима, бля, холодно, что-то сороковник. Днем, не ночью. Стоит один, я останавливаюсь, в чем помочь? Он говорит, да вот, там что-то он разбирал. Я говорю, ёб твою мать, да тут ничего, наверное, ну, в общем, ой, блин. И, кстати, по-моему, где-то вот в этом месте чуть ли не. Потому что я помню на спуске, может быть, не в этом, но похожем, после моста, я вот где-то вот так он на встречке стоял в сторону туда, в обратку, на запад. Ой, блин. Я говорю, газ
Что, все есть? Да, покушать, говорит, все есть. Ну ладно. Спасибо, говорит, что остановился. Я говорю, да блин, не за что, говорю, ты что, хорош, спасибо, говорит. Нормально все. Сейчас-то, слава богу, лето еще, как бы окей, нормально. А вот зимой, а здесь-то морозы бывают, то будь здоров. Такая вот здесь природа, просторы. Ладно, все, погнали дальше. Сейчас у нас Чита. Сейчас остановимся в кафешке, бузы. Как поедим, как поедим. И поедем дальше. В Чите заправимся, чтобы нам хватило до Якутска и обратно выскочить. Вот. И вот здесь, ребят, мне нравится. Где-то километров за 200 до Читы. Вот начинаются здесь такие поля, вдали горы, в дымке такие, вы знаете. А вот справа, слева там тоже горы. И вот здесь вот, как сказать, и дорога хорошая, и раскатываешься, и прям вообще здесь нравятся мне просторы. Шикарно. Коровы там вдалеке. Так что вот, 170 до Читы. До кафешки осталось 30 километров. Там чем удобно, чтобы не ждать, пока сварят. Там где-то бузы-то варятся минут 20. Обычно, как я делаю, минут за 10-15 звоню. 6 буз мне. Они ставят, потом приезжаешь. Там, правда, наличка только сразу, либо перевод. У меня налички нету. Попробую перевод. По-моему, перевод-то можно было. Да, можно. Сейчас покушаем, потом Чита, где-нибудь тормознемся, поспим, наверное, в часик, отдохнем и дальше побежим. Так, ну все нормально. О, как смотрите, какие просторы здесь, да? Смотрите, о, далекие горы. Красота. Окна открывать не буду, а то шум ветра будет. Так, ну все, поехали, ладно, дальше до кафе. Вот это бузы. Здоровые. Так, ладно, все, приятного аппетита, наконец-то я доеду. Ох, ребята, все, налопался. Ну как, 6 штук съел, здоровые они здесь. Спасибо. Блин, ну надо было 7-й шлифануть. И прямо было бы четенько. Вот 7-я... Я бы сейчас бы ехал вот такой вот, тяжело дышать. Хотя нет, еще бы 2, и тогда да, было бы тяжеловато. А так прямо вот чувствую, наелся. Тут мужики приехали, 3 штуки съели, ой, спасибо, наелись. 3 штуки, чего? 6 нормально. Про себя улыбнулся, думаю, ни хрена, мужики, вы что, 3 штуки. Ну, может, они, конечно, поели недавно сюда, чисто так, бузы поесть. Ой, смотрите, какая красота, а. Просторы, просторы. Аж настроение поднялось у меня. Наконец-то я поел буз. Я знаю, меня смотрят с запада, вот с Волгограда, с Волжска, да, я не знаю, там, с Ростова. Вы в жизни-то не пробовали бузы. Вот. Так что, если будете на Востоке, обязательно попробуйте бузы. Но опять же, тут они везде разные, повара же тоже разные. Не везде, в общем, как говорится, они бывают по душе. Ну вот, имейте в виду. Так что, вот, ох, нифига, нога у него высокая. У этого широкая. Так, ну что ж, до Читы, ну грубо 140,
двигаемся дальше, едем. Сейчас заправимся и поедем дальше, позже включимся. Наконец-то я наелся более-менее. Ну, так, не надо было все-таки 7-ю. И вообще огонь было бы.